Известный узбекский блогер Миррахмат Муминов заявил о наличии у него информации о введении тотального контроля и слежки за прихожанами мечетей страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Комитету по делам религии и управлению мусульман Узбекистана совместно с МВД было поручено составить списки постоянных прихожан мечетей. Это решение связано с усиливающимся религиозным радикализмом и популярностью религиозных идей среди молодежи. Цель – предотвратить их радикализацию. Также имамам поручено наставлять молодых людей, отговаривать их от экстремизма и вести списки агрессивных прихожан. Мечети обязаны предоставить данные с камер наблюдения силовым структурам. Имамам мечети также поручено наставлять молодых людей с бородами, пропагандировать идеи религиозной терпимости, характерные для их мазхаба, и предупреждать о глобальных религиозных конфликтных ситуациях. Имамы должны составить отдельные списки агрессивных молодых людей, которые пренебрежительно относятся к официальным лицам мечети или выступают с критикой. Кроме того, всем мечетям поручено зарегистрировать камеры видеонаблюдения и передать записи силовым структурам. Имамам напомнили, что хотя они любят свою работу, неповиновение требованиям властей приведет к наказаниям, выговорам и другим серьезным последствиям. Müslüman emasmi, kalima-i shahodat keltirmagan. Men musulmon avlodiman, ajdodiman demaydim. Напомним, что черный список религиозных активистов был введен предыдущим президентом Узбекистана Исламом Каримовым в рамках беспрецедентной борьбы, которую он вел по предотвращению в стране религиозно-политического возрождения. После прихода к власти Мирзиёев в 2017 году формально упразднил черные списки людей, подозреваемых в исламской активности или осужденных за нее, заявив тогда торжественно об удалении из списков 16 тысяч человек. А в 2019 году представитель секретариата уполномоченного по правам человека Саидбек Азимов заявил, что в Узбекистане больше вообще не ведется подобный учет религиозных активистов и нет больше никаких черных списков. Shu yil bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi. Наблюдатель отмечает, что если подобные списки прихожан мечети будут составлены и за ними будет установлена слежка, то данная практика будет означать не просто возврат назад, а значительное усиление давления на население даже по сравнению с временами Каримова. Очевидно, цель данных мероприятий заключается в нагнетании среди народа атмосферы страха, дабы уменьшить посещаемость мечетей в общем, затормозив тем самым темпы возвращения населения к религиозному самосознанию. Нашу постоянно тоже упрекали меня. Милиция звали, постоянно говорили, чтобы я сняла вот это. Постоянно домой приходили из милиции. Тоже нехорошо жили при Каримове тоже. А при Мирзиёеве вообще меня всей семьей посадили в тюрьму. Пытали нас. Били, пытали.